Здравствуйте! У нас сегодня в гостях заместитель главного государственного инспектора города Канаш и Канашского района по пожарному надзору Дмитриев Александр. Здравствуйте. Расскажите, какова на сегодняшний день обстановка с пожарами и их последствиями? На текущий период 2021 года на территории Чувашской республики зарегистрировано 419 пожаров. На аналогичный период прошлого года эта статистика насчитывала 522 пожара. Несмотря на снижение количества пожаров, наблюдается число погибших на них. 44 погибших в этом году против 19 погибших в прошлом году. Рост более чем в 2 раза. На территории города Канаш и Канашского района с начала 2021 года произошло 38 пожаров. Аналогичный период прошлого года это количество составляло 42 пожара. И также, несмотря на снижение количества пожаров, также наблюдается рост количества погибших на них. 4 человека в 2021 году против 2 погибших в 2020 году. А как влияет приход весны и установление тепла на количество выездов подразделений и пожарной охраны? С установлением положительных температурных значений на территории Чувашской республики наступает период высокой пожарной опасности, который начинается уже в апреле месяце. С наступлением весны начинается пора уборки личных территорий, которая сопровождается сжиганием мусора и сухой травы. В это время происходит резкое увеличение количества выездов пожарно-спасательных подразделений. А чем опасно разведение костров для сжигания мусора? Нередко сжигание мусора и сухой травы приводит к возгоранию хозяйственных построек и жилых домов. В жаркую сухую погоду достаточно небольшой искры, чтобы вспыхнул огонь. К тому же погода в это время изменчива, и это также является фактором, повышающим риск возникновения пожаров и распространения огня. Например, вследствие резкого усиления ветра во многих случаях даже небольшие очаги горения принимают масштабные размеры и зачастую приводят к тяжелым последствиям. Огонь молниеносно распространяется с пустырей на имущество граждан. Буквально вчера, 18 апреля, пожарные несколько часов тушили поле неподалеку от деревни Аджинары Канашского района. Распространению огня способствовал порыву ветра. В ветреную погоду сухая трава буквально горит как порох. Обстоятельства данного происшествия устанавливаются. Тем же днем поступил вызов от одного из сельчан Канашского района. Мужчина хотел сжечь мусор неподалеку от своего хозяйства, но вследствие усиления ветра огонь перекинулся с костра на сухую траву. Мужчина, испугавшись того, что пострадает его имущество, сам же вызвал пожарных. Несмотря на то, что благодаря помощи односельчан и вовремя подоспевших пожарных беды удалось избежать, в отношении данного гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». Минимальная сумма штрафа по данной статье составляет 2000 рублей. Порой неосторожность при сжигании мусора и сухой травы приводит даже к гибели. Один из таких случаев произошел 14 апреля текущего года в одном из населенных пунктов Канашского района. Пожилая женщина 35-го года рождения решила очистить свой участок от сухой травянистой растительности путем ее выжигания. Предварительно, в результате возрастных недомоганий, она могла оступиться и упасть, вследствие чего одежда на ней загорелась. К сожалению, это привело к трагедии, женщина погибла. А каковы требования пожарной безопасности, определяющие порядок разведения костров и применения открытого огня? Постановлением правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года номер 1479 об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации установлено, что запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями, строениями для разведения костров, в том числе для приготовления пищи и сжигания отходов и травы. Также запрещается сжигать мусор, листву и прочие отходы, кроме мест и способов, установленных органом местного самоуправления. Сразу хочу отметить, что на территории города Канаш и Канашского района такие места и такие способы не определены. Но при всем при этом это не освобождает правообладателей земельных участков, в том числе собственников, арендаторов, землепользователей, от обязанности очищать свои участки от мусора и сухой растительности. Границы уборки данных участков определяются в соответствии с кадастровыми и межевыми планами. Помимо земельно-населенных пунктов также запрещается выжигание сухой травянистой растительности, поживных остатков и стерней на землях сельхозназначения и землях запаса. То есть вы хотите сказать, что применение открытого огня и разведение костров запрещено? Использование открытого огня допустимо, но должно осуществляться специально оборудованных для этого местах. При выполнении следующих требований: место использования открытого огня выполнено в виде котлована,
глубиной не менее 0,3 метра и в диаметре не более 1 метра. Место использования открытого огня должно располагаться не менее 50 метров от зданий, построек и прочих сооружений, не менее 100 метров от хвойного леса и отдельно растущих хвойных деревьев, и не менее 30 метров от лиственного леса. Также территория вокруг использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухой травы, сухостойных деревьев и прочего мусора горючего. И должна быть выделена минерализованной противопожарной полосой не менее 40 сантиметров. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках населенных пунктов может производиться при условии, что также этот участок располагается на расстоянии не менее чем 50 метров до ближайших построек. Территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 30 метров от сухостойных деревьев, от сухой травы и прочих горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5 метров. Но опять же, все это можно производить в безветренную погоду при условии, что на территории, где происходит сжигание, не установлен особый противопожарный режим. Хотелось бы подметить, что постановление Кабинета министров Чувашской Республики от 14 апреля 2021 года номер 127 с 25 апреля и до особого распоряжения об его отмене на территории Чувашии вводится особый противопожарный режим. Что касаемо расстояния в 50 метров, территория Чувашской Республики – территория плотной застройки. В черте населенных пунктов вы просто не найдете такие участки, располагающиеся минимум на расстоянии 50 метров от построек. Касаемо разведения костров для приготовления пищи, это также может производиться в специально отведенных и оборудованных для этого местах, в жаровнях, в мангалах, при условии, что расстояние от очага горения до ближайшего здания, сооружения, в том числе и забора, составляет не менее 5 метров, а зона очистки вокруг мангала от горючих материалов составляет не менее 2 метров. Какие рекомендации можно дать нашим зрителям в весенне-летний период? Несмотря на то, что правила противопожарного режима допускают разведение костров при соблюдении определенных требований, я бы все же порекомендовал воздержаться от желания сжечь мусор и сухую траву. Даже если до этого 100 раз сжигали, ничего не происходило, не стоит забывать о правиле 101 случая. Вероятность возникновения плачевной ситуации всегда присутствует, огонь не щадит никого. Дополнительно хотелось бы порекомендовать жителям установить на своих участках 200-литровую емкость с водой, чтобы вовремя принять меры по тушению в случае возникновения загорания, или даже оборудовать пожарный щит с лопатой, ломом, ведром и прочим оборудованием. В завершении эфира, что бы вы хотели добавить? Подразделения пожарной охраны обязаны реагировать на все сообщения о сгораниях, в том числе о сгорании мусора и сухой травы. Но, выезжая на подобные донесения, огнеборцы тратят драгоценное время для прибытия к тем, кто действительно нуждается в их помощи. Уважаемые жители города Канаш и Канашского района, будьте рассудительны, уясните для себя, пожар – это не нелепое стечение обстоятельств и не случайность, а результат прямого действия или бездействия человека. Соблюдайте требования пожарной безопасности, берегите себя и своих близких. Спасибо, что ответили на интересующие нас вопросы. На этом наш эфир подошел к концу. До свидания. До свидания.